во-первых, поздравить наших студентов с прошедшим днем студента и также отметить наших отличников. Но в первую очередь мы подавали заявки на стипендию мэра города, и у нас по заявкам прошла наша Анзат Цая, 4-й курс, хореографическое искусство, сертификат стипендии мэра города Кызыла. Анзат, поздравляем тебя, молодец. Также, Анзат, не уходи, мы тоже от колледжа, от имени колледжа тоже хотим вот почетную грамоту тебе вручить за отличную учебу, за активную концертную деятельность. Мы тебе желаем творческих успехов и дальше трудиться, еще раз трудиться. Так, дальше награждается Санчау Янташ Айдысович, студент 2-го курса специальности живопись, тоже сессию закончил на отлично. Янташ, поздравляем тебя, еще больше творческих успехов тебе, с днем студента тебя. Кичигина Юлия Сергеевна, 1-й курс специальности живопись, тоже зимнюю сессию сдала на отлично. Желаем творческих успехов, ну и отличной учебы. Так, Барымая Артуровна, 3-й курс дизайн. Ая у нас вообще активистка, талантливая, отличница. Поздравляем тебя, Ая, успехов тебе. Так, дальше Хужан Долгарма наша, лауреат международных конкурсов, активистка наша, отличница Долгарма. Мы тоже желаем тебе еще больше успехов, творческих успехов тебе. Так. Кулар Дара Романовна, наша Дарочка, тоже отличница. Поздравляем тебя, Дара, успехов. Камушку Даяна Владиславовна. Даяна, наша Даяна тоже. Вот, Даяна тоже отличница. Желаем тебе успехов, хорошей учебы тебе, Даяна. Так. И Кюжгет Алена Альбертовна, студентка 4-й курса, хореографическое искусство, тоже Алена. Желаем успехов тебе, Алена, хорошей учебы. Ожар Аяс Канолович, тоже хореографическое творчество. Видите, сколько хореографов, отличников. Аяс тоже активист наш. Хорошей учебы тебе, Аяс. Также в прошлом году очень многие наши студенты занимались волонтерской деятельностью. И благодарственное письмо хурала представителей города Кызыла награждается Мангуш Бадр Айданович. Бадр тоже хореографическое искусство. Бадр, активист наш, общественный деятель. Успехов тебе. Но те студенты, которые у нас отличники, они всегда получают единоразовую стипендию, поддержку вот нашего колледжа. Ну а теперь я слово передаю ведущей нашего концерта Айзма Данзбелековне. Начинаем концерт класса ударных инструментов заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Тыва Валерия Тартыоловича Ондара. Добрый день, дорогие наши слушатели, уважаемые педагоги Кызыльского колледжа, студенты наши, гости. Сегодня перед нами выступят учащиеся Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденбиля и студенты колледжа искусств. Учащиеся совсем юные, но они уже успели принять участие в конкурсах и стать уже победителями. Вашему вниманию будут представлены разные ударные инструменты, поэтому хотелось бы их продемонстрировать перед началом концерта. Инструменты у нас делятся на две группы. Это звуковысотные и шумовые. Теперь мы представим звуковысотные инструменты. Это маримба,
Маримба, видите, это самый большой инструмент, у него самый большой диапазон, играет на нем палочками. Это инструмент мексиканского происхождения. Следующий инструмент это ксилофон. Звук там более стеклянный такой, да, вот. Тоже палочками. Здесь клавиши расположены как на фортепиано. Угу. Следующий музыкальный инструмент это вибрафон. Угу. Спасибо. Колокольчики, глёки. Спасибо. Следующая ударная установка. Ну, все мы знаем ударную установку, да? Не будем? Демонстрировать будем? Смотрите, на скольких музыкальных инструментах надо играть ударнику. Представляете, это одна специальность называется. Ага, спасибо. Следующий инструмент это конги. Высокий, узкий кубинский барабан. Угу. Следующий бонги, тоже кубинский ударный музыкальный инструмент. Он такой же, только меньше. Угу, спасибо. Маракасы, древнейший ударно-шумовой инструмент индейцев. Спасибо. Коубелл, коровий колокольчик с английского. Спасибо. Дальше шейкер, шумовой музыкальный инструмент тоже. Нету, не видно, да? Хорошо. Дальше малый барабан. Вот он, да? Спасибо. Том-том. Бубен, тамбурин. Ага, спасибо. И на этом, ну, еще есть гуиро, трещотки. И самый большой у нас музыкальный инструмент ударный стоит у нас на сцене, это литавр. Литавр можно настраивать, да? Знаете, да? Спасибо большое. Спасибо. И вот на всем этом разнообразии сейчас нам сыграют. Итак, первый номер выступает дипломант 10-го открытого межрегионального конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах в городе Томске Бады Балбанов. «Снежный вальс». Он исполнит на вибрафоне в аранжировке французского композитора Манью Маугалин. Концертмейстер Анехат Балбанов.
Выступает лауреат 10-го открытого межрегионального конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах в городе Томске Аржан Чапчин. Дмитрий Ковалевский, голубь комедиантов из балета «Комедианты». Исполнит на ксилофоне концертмейстер Менги Шамбул. Какой юный и артистичный, да, смотрите, вот. Выступает дипломант 10-го открытого межрегионального конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах в городе Томске, участник ансамбля «Ойна», лауреат первой степени республиканского конкурса молодых исполнителей Jazz Fusion Коваксы Омар Ондар. Фредерик Крейслер, синкопы, концертмейстер Менги Шамбул. Выступает лауреат красноярских, новосибирских, республиканских конкурсов, дипломант 10-го открытого межрегионального конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах в городе Томске Намзрай Монгуш. Лероя Андерсон, фидл фатл, пустячок, концертмейстер Менги Шамбул.
Спасибо. Выступает лауреат третьей степени 10-го открытого межрегионального конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах города Томске, лауреат первой степени республиканского конкурса молодых исполнителей джаз-фьюжн Хуваксы, лауреат межрегионального конкурса юных солистов с симфоническим оркестром «Музыка детских сердец» в городе Абакане Челгачи Ондар. Александр Долуханян, Скерца, концертмейстер Менги Шампул. Слово предоставляется Валерию Токтоевичу Андару, преподавателю наших прекрасных солистов. Добрый день, ребята, уважаемая Галина Хамшевна. Спасибо, что пригласили. Последний раз мы выступали 8 лет тому назад. Это был 12-й год. Состав был такой, 5-й состав. Как раз так же она вела. Танзбелековна, и огромное спасибо. Ну, я думаю, это 6-й состав уже, видите? 6-й состав. Сейчас здесь будут сегодня играть. Первый состав Байлак Мангуш, но она сегодня не будет. Но Айкыс. Мерген Белековна, она, кстати, будет на первый состав. Самый первый состав у нее было 5 девчонок. 5. Потом 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. 5-й состав, кстати, Шиник, ваш выпускник. Он в ансамбле Саян работает. Мангушева работает, не работает, учится в Москве на дирижера, на военного дирижера. Сейчас 2-й курс, между прочим. Как он называется? Это как
военная академия, короче, военных дирижеров. Суворовское училище там закончил. Мангуш, от Чуваш, Красноярск учится. Второй курс. И в прошлом году закончил Ожа Кудель, первый курс. Вот у меня 5-й состав, они все пределы. Сейчас 6-й состав. Правда, их было 4, один немножко сейчас не работает. Но я что хочу сказать, что я согласился. В категории солисты, с ними работать не очень просто. Понимаете, это очень сложная категория солисты. Обычно только в классе бывает там 1-2 человека солируют. А тут сразу у меня 5 человек. Очень много труда в них вложено. Я надеюсь, они вот сейчас откроются, все вот эти границы, все вот эти конкурсы, мы будем выступать уже там. 5 человек, представляете? Можно одного там с таким трудом бывает, но тут сразу 5 человек. Конечно, это меня очень радует, что заиграли солисты. Сейчас мы ансамблем выступим, потом посмотрите. Хорошо? Спасибо вам. Жорж Бизе. Увертюра к опере «Кармен». Исполняет ансамбль ударных инструментов ОИНА Республиканской школы искусств 6-й состав и студенты Козельского колледжа искусств. Айлугей Амарга, студент 3-го курса, Ожа Клопсан, студент 2-го курса и Саин Юлдус, студентка 1-го курса. Класс преподавателя Арабчур Айкыз Мерген Белековны, тоже ученицы Валерия Тартыевича. Итак, Бизе, увертюра к опере «Кармен». Спасибо. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик».
Элиот Дель Боржо. Dimensions. Размеры. Дынгылдай. Переложение для оркестра Валерия Ондар. Первый курс, кстати. 2 или 3 месяца работал, учится и уже
Лариса Ильина. Молодец. Ростислав Кенденбиль. Тагларым к нам присоединилась Арабчор Айкыз Меркен Беликовна. Когда эту песню Наталья Александровна Лапсан когда написала, это в 2003 году я аранжировку для данного состава. Самая первая солистка Айкыз Лапчор. В 2004 году мы поехали в город Новосибирск и там заняли гран-при. Плюс и Тагдарым то же самое.
Темброво богато, красиво звучит. И в заключение сегодняшней программы «Абреу Тико Тико». Ну, я думаю, нашу встречу, наверное, сегодня завершим такой латиноамериканской. Тико-тико, вы знаете хорошо. Тико-тико. Я думаю, потом в следующий раз, наверное, там другую программу подготовим, если пригласите.